Экономика региона в десятке самых крупных в России. Самарская область – это 2% ВВП страны. Более 53 тысяч рабочих мест предлагает сегодня Самарская область жителям Ингушетии для трудоустройства. В крупнейшем регионе страны с населением более 3 миллионов человек функционируют около 400 крупных и свыше 4 тысяч малых предприятий. В области более 100 производств, которые входят в оборонно-промышленный комплекс страны. Представитель Центра занятости населения Самары прошлась по нескольким предприятиям, которые ищут работников. Предприятия, которые трудоустраивают работников на рабочие специальности, зарплата начинается от 45, 50, 60 и выше 100 тысяч. Так, например, завод «Авиакор» приглашает на работу токарей, зарплата от 70 тысяч. От 70 тысяч. Далее фрезеровщик от 70 тысяч. Слесарь-сборщик летательных аппаратов от 100 тысяч рублей. ОАО ЕПК «Самара» требуется наладчик автоматов и полуавтоматов. Зарплата от 150 тысяч рублей. Официально размещена эта вакансия на портале «Работа России». Дальше. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Здесь зарплата до 180 тысяч. Самарская область входит в десятку крупнейших промышленно развитых регионов страны. Здесь строят легендарные ракеты-носители и авиационные двигатели, знаменитые вазовские автомобили, востребованные сухогрузы, создают индустриальные парки и научно-образовательные центры, добывают и перерабатывают нефть, выращивают злаки. И все эти отрасли сегодня нуждаются в рабочих. У нас недостаток колоссальный по рабочим профессиям. В первую очередь это рабочие профессии. Токари, слесари механосборочных работ, шлифовщики, одновременно учителя, врачи, медицинские работники. Вариантов очень много. Водители, поэтому газоэлектросварщики. Вы знаете, вот даже никого не хочется обидеть. Самарская область разрабатывает пилотный проект, по которому можно ознакомиться с регионом, найти работу. Жители Ингушетии по QR-коду, который можно найти в Центрах занятости населения, могут перейти на сайт и подобрать для себя подходящую вакансию. Представители Департамента занятости и трудовой миграции Самарской области свяжутся с соискателем, все объяснят и помогут. Этот сайт в помощь людям, кто думает, планирует переезд в Самарскую область, чтобы в одном месте человек мог получить информацию о различных сферах жизнедеятельности в Самарской области, посмотреть климат, посмотреть медицину, посмотреть образование, посмотреть культуру, спорт, все, что можно. И одновременно пройти анкетирование на сайте и получить индивидуальное сопровождение со стороны специалиста Центра занятости, чтобы тот подобрал вакансию с учетом опыта работы, профессии, чтобы организовал собеседование с работодателем. То есть, в принципе, это индивидуальная работа. Человеку нужен человек. Кто бы ему помог ответил на его вопросы, связанные просто с организацией переезда порой. Пока это у нас пилот, но мы его сейчас запускаем. Длинный перечень вакансий для трудоустройства представил на ярмарке крупнейший автопроизводитель России «АвтоВАЗ». Предприятие нуждается в десятках рабочих. Машины производятся на 3 заводах – в Тольятти, Ижевске, Санкт-Петербурге. Представители компании подробно рассказали соискателям о заводе и условиях, которые они предоставляют новым сотрудникам. В основном нужны рабочие на конвейере. Это мастера, слесари, сварщики, маляры, машинисты, операторы линий. Представители завода отметили, что минимальная заработная плата 42 тысячи рублей. Помимо этого предоставляется ежемесячная выплата на 1 год по 10 тысяч рублей для аренды жилья, медицинское обслуживание, возмещение затрат на питание до 100%. Объемы выпускаемой продукции выросли. Нам требуются следующие профессии: слесарь механосборочных работ, маляр, оператор МАЗ, электрогазосварщик, сварщик на машиноконтактной сварке. Ну, там еще порядка 8-10 профессий в основные производства. Мы научим, у нас есть корпоративный университет, мы направляем работников на подготовку, переподготовку кадров туда, и каждый работник пройдет там обучение.
Первая группа из Ингушетии уже приступила к работе на заводе. 13 человек устроены на АвтоВАЗ по договоренности с республикой. Довольные работой новоиспеченные автовазовцы заверили соискателей, что все предлагаемые условия реальны и завод действительно нуждается в новых кадрах. Оплатили дорогу, билеты на самолет, встретили здесь, устроили в гостиницу. Также и помогли снять квартиру. Теперь я работаю здесь на заводе, оператор логистики. Буквально недели 3 назад ваши земляки приехали в город Тольятти. Мы предложили им профессию слесарь-механосборочных работ на конвейере, который производит автомобили Гранта, профессию оператор МАЗ, которая обеспечивает комплектующие для выполнения операций, связанных с сборкой автомобиля Гранта. Данные работники сейчас работают. По отзывам руководителей, начальников цехов, мастеров, они проявляют интерес к своей работе, выполняют операции все качественные, и вопросов, связанных с дисциплиной, вопросах, связанных с какими-то пропускают дефекты, у руководителей нет. АвтоВАЗ исторически играет значительную роль в экономике нашей страны. Только за 2021 год компания выпустила более 300 тысяч машин. Отсюда и желающих устроиться именно туда больше всего. Соискатели прямо в зале приступили к заполнению анкет, чтобы их кандидатуры рассмотрели в качестве будущих работников. Я рассмотрел для себя несколько профессий. Здесь условия максимально приемлемы на самом деле. Есть несколько профессий, которые заинтересованы мне. Это, допустим, окраска кузовов, сбор кузовов и так далее. Все-таки АвтоВАЗ, да? Да, все-таки АвтоВАЗ. Возможно, если у меня как-то получится, мы в дальнейшем поедем на практику, и все будет здорово. Не все соискатели молодые люди и студенты. Есть желающие найти работу и среди старших, которые готовы к изменениям в жизни и переезду. Они предложили очень интересные вакансии, так что я для себя выбрал, сейчас подумаю еще немного, что именно, по какой части я буду. Но мне все выступление практически понравилось, условия очень хорошие, предложения очень интересные. И что хочу сказать для наших жителей Ингушетии, очень перспектива хорошая, работать, места хорошие предлагают, оплата тоже, можно семейным выезжать, практически очень мне понравилось. Сегодня в Ингушетии, по данным Минтруда региона, свыше 25 тысяч безработных. То есть каждый соискатель может рассмотреть как минимум 2 вакансии на трудоустройство в Самарской области. У нас дефицит вакансий. На 1 августа, к примеру, 410 вакансий на около 25 тысяч зарегистрированных безработных. Соответственно, у нас трудоизбыточный субъект, а в Самаре требуется рабочая сила. Для тех, кто сегодня на мероприятии не присутствовал, но проявляет интерес к работе в Самарской области, наши центры занятости открыты, и профессиональную консультацию мы им окажем. Пусть обращаются к нам по месту жительства в Центре занятости населения. Во Дворце культуры в основном собрались безработные и те, кто желает сменить место работы. Каждый смог задать вопросы представителям компании. Это отличная возможность освоить новую профессию, тем более всему обучат на предприятиях. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Новости 24.